Ткацкий станок русских крестьян. История создания ткацкого станка уходит в глубокую древность. Сначала люди научились плести из веток и камыша простые синовки, и лишь освоив технику плетения, они задумались о возможности переплетать нити. Первые ткани из шерсти льна начали изготавливать более 5000 лет назад до нашей эры. Ткацкий станок в русской избе был необходимым орудием труда, и девочек с самого малолетства приучали к этой тяжелой изнурительной работе. Более того, каждая девушка к замужеству должна была подготовить себе приданное домотканное полотно, из которого шили одежду, простыни, полотенца, скатерти и другие необходимые быту предметы. Кроме гладкой холстины, деревенские мастерицы выполняли и ткани с узором. Техника ткания при этом усложнялась. Материалом для ткачества служила пряжа, которую получали из льна и конопли, а также из овечьей и козьей шерсти. Пряжу часто окрашивали домашним способом в разные цвета, и тогда узорные ткани получались особенно нарядными. В нашем музее есть ткацкий станок Кросна. Ткацкий станок Кросна 1907 года принадлежал семье Теленковых, село Антоновка. По воспоминаниям высоких Теленковой, ткацкий станок Кросна крестьяне соорудили из местной древесины по прибытии в село Антоновка. Они прибыли из Тутурской волости Верхоленского уезда Иркутской губернии. Переселенцы сплавлялись по рекам. С собой они брали только самое необходимое, не громоздкое. С собой они привезли 1 мешок семян конопли для сеяния, выращивали ее как прядельную культуру. На ткацком станке изготавливали грубые холсты, половики, мешки, пологи, а также полотна, идущие на шитье повседневной одежды. Детали станка – притужальники, сволок, нитница, ставины, палки, подножки, набилки, пришвица, бердо, кобылки, челноки. По всей Якутии такой ткацкий станок хранится только в нашем Нюрбинском музее. Приходите, посмотрите.